эфире специальный выпуск программы «Время новостей». Меня зовут Евгений Стока. Здравствуйте. Глава республики Владимир Уйба выступил со специальным обращением к жителям Коми. Смотрите его прямо сейчас. Бурет Донайортис. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Началась новая трудовая неделя, и сегодня проводили достаточно большое количество совещаний, но рассказать я хочу сегодня о профориентации, профобучении наших ребят, которые стоят на пути взрослой жизни и думают о будущей профессии. Это крайне важная тема, я ее поднимаю уже в течение года, и мы выходим на определенные уже направления этой работы. Вот о них я сегодня расскажу. Думаю точно совершенно, что для вас, уважаемые жители республики, это тоже важно, потому что у кого-то заканчивают там свои дети, у кого-то это внуки, но тем не менее очень важно, как будет складываться жизнь наших ребят, те, которые будут дальше жить и работать в республике. Итак, по итогам этой работы или по промежуточным итогам этой работы, эта тема постоянно у меня на контроле, и она не просто на контроле, как у главы республики, но я еще являюсь членом бюро Союза машиностроителей. Союз машиностроителей возглавляет руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Викторович Чемизов, и это тоже очень интересное направление, потому что мы же должны понимать, что дети не просто должны получить удостоверение или диплом по той или иной специальности, они же еще и должны дальше эту работу получить. Вот на этот год, учебный год, у нас запланировано обучение 620 старшеклассников из 12 муниципальных образований. И получить вот эти ребята могут одну из 12 специальностей, причем, как я уже сказал, это не просто специальности, которые взяты, что называется, с потолка. Это специальности, которые востребованы будущими работодателями именно в Республике Коми. Вот это очень важно. То есть мы готовим, по сути, ребят под тем специальностям, по которым им будет предложено рабочее место. Итак, обучение начато в техникумах, колледжах. Это Сыктывкар, Ухта, Сосногорск, Печора, Инта, Воркута, Усинск, Сыктывдинский муниципалитет, Цисельский, Усть-Вымский, Ижемский и Ударский. Учебы проводятся начиная непосредственно с сегодняшнего дня, с 15 ноября, а завершатся они в мае 2022 года, как положено, по полному циклу, с обязательной сдачей экзаменов, зачетов и получения удостоверения об окончании обучения. Итак, приведу пример, например, по Воркуте. В Воркуте в политехникуме школьников будут обучать по специальности повар и слесарь по ремонту автомобилей. В горно-экономическом колледже это будут получать, в основном девочки, это секретарь-администратор. И в медколледже это младшая медсестра по уходу за больными. Медкурс также будет организован в Ухте и Сыктывкаре, также на базе медколледжей. И основы, каких специальностей получить ребята в других городах и районах могут, то это просто сейчас займет достаточно много времени. Можно узнать на rcomi.ru, там весь перечень специальностей, по которым ребята могут обучиться, изложен. Конечно, еще раз хочу подчеркнуть, что для детей это обучение бесплатное, но ясно, что мы оплачиваем за счет именно бюджета республики, медколледжам и техникумам зарплату тех педагогов, специалистов, которые будут детей обучать, поэтому мы в бюджете республики заложили на этот учебный год 10 миллионов рублей. И точно совершенно уверяю вас, уважаемые жители, что мы это будем делать ежегодно, потому что, повторяю, для меня и для коллег из министерств и образования, и Министерства труда и социальной защиты очень важно
чтобы наши дети, закончив школу, не стояли на распутье, а уже были готовы к будущей специальности, получили ее, да, и имели документ о том, что они могут приступать к взрослой жизни с той специальности, которую они выбрали. Может быть, это будет не окончательная специальность, и ничего страшного, и это в общем, так и бывает. Но, по крайней мере, у ребят будет уже понимание и точно совершенно путь, по которому они могут идти, и это будет очень важно, что у них будет работа и будет специальность. И об эпидобстановке. За сутки выявлено 383 случая заболевания коронавирусом. Ну вот у нас вчера было 385. То есть мы пока такого движения какого-то реального на снижение нет. Мы пока вот, ну как говорят ученые, да, мы вышли на плато, и вот на этом плато или плато, и вот на этом плато мы, в общем, так замерли. Еще раз напомню, это именно и происходит тогда, когда большое количество людей постоянно в контакте, заражаются и постоянно вот нам дают такой прирост. Ничего не меняется, по городам у нас Сыктывкар, Ухта, Воркута, Усинск и Сосногорский район. Вот основные антилидеры, которые нам эти 383 случая и дают. По умершим, к сожалению, у нас за сутки умерло 18 человек. Я вот все время, когда там эту цифру называю, у меня, в общем, все замирает внутри, потому что на самом деле это люди, наши с вами родственники, да, знакомые, которые вообще могли жить, потому что коронавирус – это не то заболевание, от которого нужно умирать. То есть нужно, конечно, прививаться и там, жить долго и счастливо. Вот хочу сказать, что из 18 умерших у нас не было ни одного вакцинированного. Ни одного. Это вот вам опять статистика, да, к тому, что прививаться или не прививаться. Ну и общее число умерших у нас, к сожалению, растет. Это уже 2102 человека, умершие от коронавируса. Поэтому, конечно, ну, нужно прививаться и не пополнять такой трагический список. По койкам развернутым мы сократили 30 коек в Печорской ЦРБ. И у нас на сегодняшний день развернуто 2712 коек. Это ни о чем не говорит, то есть мы не начинаем сокращать массово, просто нельзя держать койки, если они не заняты более, там, допустим, 7-10 дней. Потому что мы на них теряем большие деньги, они же у нас зарезервированы. А раз нет пациента, то мы и не получаем за эту койку ни с ОМС, да, ни из бюджета. Поэтому, конечно, для ЦРБ, если нет поступлений больных и не предвидится, то, конечно, лучше их раскрыть под обычную деятельность лечебную, плановую. Итак, у нас по занятым койкам 2032 койки, соответственно, 20% разрыв, вот этот, вы уже о нем знаете, мы его выдерживаем. По завершившим вакцинацию у нас на сегодняшний день 297 334 человека завершили вакцинацию. Огромное вам за это спасибо. И у нас пополнился за выходные дни вакцина, то есть нам еще привезли из федерального центра 7800 доз «Спутник Ви». Поэтому у нас более чем достаточно вакцины, это более 123 тысяч доз. Поэтому, уважаемые жители республики, снова и снова приглашаю вас на вакцинацию. Вакцинация – это единственный путь для того, чтобы не заболеть, тяжело не заболеть и, конечно, не дай бог, не пополнить трагический список. Поэтому нужно прививаться, нужно обязательно следить за ревакцинацией, потому что у очень многих уже подходит ревакцинация. Через 6 месяцев нужно обязательно ревакцинироваться. Уважаемые жители республики, на сегодняшний день это вся информация. Всего вам самого доброго. Берегите друг друга, берегите своих детей, соблюдайте масочный режим и обязательно вакцинируйтесь. До следующей встречи. Это был специальный выпуск программы «Время новостей». Всего доброго и до встречи в эфире.